Ассаламу алейкум. В этом ролике мне бы хотелось несколько слов сказать успешной акции со стороны украинских войск по достижению цели на расстоянии 1200 километров. Где-то в Татарстане предприятие какое-то они атаковали. И это такой не маленький дрон, не метровый дрон, а на видео достаточно четко, емко видно, что этот дрон в размер такой с кукурузник. Так что ПВО российское, оно даже близко не стоит тому желанию, тому изъявлению, можно сказать, заявлением, предпочтением. Не знаю, можно еще много-много таких слов найти, которым пытался, по крайней мере, тогда и пытается сейчас показать Рамзан Кадыров. Как он описывал, наверное, видели этот ролик, как он описывал, что если кто-то там нечаянно забредет на территорию России, что 5000 самолетов поднимутся, он будет уничтожен, тот, кто нарушил воздушное пространство. И его глаза прям горели, когда он рассказал, он реально верит в эту ерунду. И один из последних показателей, это то, что на такое долгое расстояние зашел беспилотник, и с ним ничего не случилось. И это не маленькая такая кроха, а огромный самолет. И атаковал одно предприятие. И это доказывает, во-первых, это доказывает, что Рамзан Кадыров, как обычно, несет чушь. Во-вторых, несостоятельность российской ПВО. В-третьих, что россияне оказались в такой ситуации, когда оправданно и справедливо война вернется каждому из них к ним домой, каждому россиянину, они будут беспомощны, останутся один на один. И, конечно, виноваты они все, однозначно. Россияне все виноваты. Невиновных в этой бойне со стороны России нет. Как не было невиновных, когда бойня происходила на территории Чечни. И тут мне в конце хотелось бы предостеречь моих соотечественников, чеченцев, которые, я видел в комментариях, вы тоже, наверное, видели в комментариях, что есть радостные возгласы, ставят картинки там резиденции Рамзана Кадырова или какое-то другое здание на территории Грозного, на территории Чечни, и просят, требуют украинские войска, чтобы они туда нанесли удар. И я вас заверяю, что такого рода ваши возгласы и требования со стороны Украины, они чеченским народом будут приняты в штыки и будут приняты негативно. Кому, как не нам, знать, что такое бомбежка, война, артобстрел, ракетные удары. Мы очень хорошо это знаем. Если и бить по целям на территории Чечни, то там есть очень хорошие цели. Это Ханкала, это любая дислокация российских военных, любая абсолютно, она законная цель для украинских авианалетов. Но не чеченцы и не чеченские дома. Если вы забыли, я вам напомню, война в Чечне была развязана Российской Федерацией, русскими. Нас убивали, сжигали, разрывали российская военная машина, то есть российская армия. И эти цели по сегодняшний день, как они когда-то были законы, так и сегодня остаются. И повторяю еще, 150-тысячная группировка войск находится только на территории Чечни. Им каждый раз приходится подчеркивать, я не говорю о тех
войсковых подразделениях, которые находятся на территории Дагестана, на территории Ингушетии, на территории Ставропольского края и на территории Осетии. Я про них вообще молчу. Только концентрация вот войск российская, вот такая огромная группировка находится по сегодняшний день. Вот. Поэтому я предлагаю вам, тем людям, которые призывали украинские военные нанести удары, ракетные удары по тому или иному зданию в Грозном, перенаправить ваш оправданный, я понимаю ваш гнев, вы хотите, чтобы там Рамзана Кадырова убили, мы все абсолютно поддерживаем все это, но от того, что мы ударим гавкающего пса, ситуация не изменится. Хозяин этого пса, как только пес будет, там, не знаю, покалечен, умрет пес, он заменит на другого пса. И ситуация в целом никоим образом не поменяется. Поэтому я вам предлагаю поменять вашу риторику. Вместо картинок резиденции, как других административных зданий, поставьте туда тот или иной штаб, например, военный, Ханкалу, дислокация войск, например, находится на территории Борзоя, приграничная, очень много, большая такая огромная военная часть. Ставьте эти фотографии, это будет оправдано и законно. А я модея чаш. Ой, мостра норчу бац. Ой, мостра ласкабу. Я модея. Да. Чун ласка, я вот я бойлош цей лейбу. Цей гаш сал ты будешь. Царство гум касту халдацу. Вот ласка на бойчута. Дисмадии. Это я вам говорю, как человек, который практически год провел в плену, в кадыровском плену. Поэтому я вам говорю, не забывайте, кто наш враг.